марта. Казачи уже такую. Вот они сидят, не боятся. Атаковали вот только что. Не успел заснять. Берутся уже вот следы. Вижу пятерых. Вон глухарь. Большой глухарь. Выклевывал землю, кушал камушки. Всем привет! Наконец-то выбрались на долгожданную корзинную рыбалку. Проехали хорошо, почти без происшествий. Сегодня минус 10 на реке. Завтра, послезавтра обещают до 30-ника. Перемена погоды. Под снегом вода. Но бураница стоит. По старому следу идем. Делаем остановочку. Вроде место такое не разбуренное, кроме лосей нехоженное. Влад сейчас достает у нас. Как у нас получается? Как это называется у нас? Шуруповерт, да? Взяли шуруповерт, взяли мотобур, взяли бур на всякий случай. Будем 3 дня пробовать ловить. Перемена погоды для хариуса не очень хорошо, но будем пробовать смотреть. Ага. Настоящую клюет, загибает аж. Эх ты, блин, ну что это такое? Кто это здесь? Блин, ну как будто крупный вообще. Что это? О, вот он. О, ну хороший хариус, вот. Зачетный. Аккуратненько загинал. Ну вот на эту, которую я поставил. Рыба есть здесь. Плохо клюет. Клюет хороший. Ох ты, вот еще. Вот она. Еще один. Сразу, да? Ну, мы красавчика отпускаем. Перевязали мормышку. Был узел. Рыба здесь клюет. Настоячку причем. Ух ты. Ух ты. Вот это был монстр. Здоровенный вообще ушел, блин. На опускание. Ну, полкилоха где-то такая. Блин, здоровый. Рыба есть здесь. Вот он. Вот он еще один. Не туда выкинул одного. Оба-на. Еще один с этой же луночки. Красавчик.
Просто мне нравится сегодняшняя рыбалка. Ох ты, смотри, Влад, что вытворяют они. Кабаны. Ну не кабаны, кабанчики. Просто молодцы. Доехали до очень знакомой точки. Один сорвался такой же. Только закинул прям на опускание. Второй раз, ну, сорвался возле лунки. Ну, это грамм 400 такой хороший. Но мы идем в верном направлении. Время 4:30 уже дня, уже смеркается. Снега очень много, воды очень много. Еле пробились. Поймали килограмма 3-4, наверное, хариза всего. Сейчас будем здесь разгребать снег и устанавливать палатку новую, которую я приобрел. Поставим, посмотрим. Троишки возьмем. Взяли уже дядя Саша здесь на 23 февраля ловил. Мы сейчас используем. Сейчас будем лопаткой махать и ставить палатку. Новая палаточка поставим, посмотрим, как она. Завтра будет уже вечером минус 25, а в воскресенье будем уезжать, будет по 30-ник. На речке должно быть еще ниже. Ставим палатку. Видео уже пошло. Какашечки лосиные. Здесь они везде. Хотя очень много. И волка очень много. Заказали палатку. Екатеринбург пьет. Москва продает. Москва. Опять Москва. Начинаем собирать. Ссылочка. Все это обошлось столами, с печкой. Столами, с печкой обошлось около 90 тысяч. Дом, можно сказать, в минус 40. Можно переживать. Вот, поехали, собираем. Валят ее. Будем смотреть, какая она. Это нисколько не реклама, просто хотелось такую палатку, хотя бы на троих. Так, поставили, ставим печку, там же покупали. Кстати, печку рекомендую однозначно, потому что стоит она 7,5 тысяч, как у нас в городе Ухта такие печки, таких, во-первых, нету, на такую стоимость. И рядом никто не стоит. Ну что, начинаем печечку новенькую разжигать. Надо вообще правильно уметь разжигать печь. Везде, в палатке. Не закидываем ее дровами, не закидываем ее в коробку. Когда горит. Температура обалденная, тяга. Ну, здесь печка просто суперская. У меня приготовленная соломка.
соломка. Я даю соломку сюда, в печку. Закидываю уже ее прям сюда. Разгорается, руки прилипают, металл холодный. Печка 7,5 рубля. Супер. К ней идет датчик пожарный, чтобы не было задымления, он будет сработать. Такая вот. Класс просто. Это открывается стекло, огоньки будут блестеть. Защита поднимается еще. Класс вообще. Шикарная печка. Коврик идет к нему, рукавички. Прям молодцы. И еще немаловажно, сумочка к печке уже. Шикарно. Начинаем утреннюю рыбалку. Вот такой вот повезок. Это зачетный. Вот красавчик. Вот он. Чуть удочку не утащил. Не килограммовый, но вот такой вот красавчик попался. Ну, грамм взвесим за полкило точно. Чуть удочку не утащил. Вот такой вот красавец. Хороший. Все. Вот попался у нас первый раз такое чудо, бычок на секретную мормышку. Мы его отпускаем. Отпускаем. Так я это снимаю. Под цвет. Мормышка. Даже Влад уже даже в перчатке купил. Под цвет мормышки. Это? Ага. Сегодня перепад такой сильный идет. За 3 часа поймали всего 6 хорезов. 1 грамм на 600-700. Самый большой. Штучек 5 мелких. Там с мизинец отпустили. Вчера было снегопад такой сильный. С ветром. Сегодня такая. Тоже ветерок есть. Минус 23 уже. Так, идем дальше. Вот он.
Красавчик. Берет с мели. На вооружение приняли. Поставили один. Ух ты. Такой вот красавец. Клюет. На той лунке тоже была поклевка, не стал выдращивать его. Да ух ты, еще клевка, еще поклевка была, ничего себе. Осторожно клювал так, поторопился чуть-чуть. Солнце греет уже прям. Минус 23, а солнце припекает. Ветер холодненький. Первый раз я в этом вообще за зиму на хорезийной рыбалке. Ветерок прохладненький. Ух ты. Вот он. Наконец-то. Есть. Рыбалка пошла. Пробурили луночку. И вот видали вот такие прям личинки. Целая куча. Скоро весна. Все будет таять. Но они вот они уже. То есть кормовой базы здесь рыбы очень много. Вытащил. Красота. Просто бомба. Какие вот замечательные места здесь. 9 марта. Вода. Морозики дожимают. Снег вчера падал. Оседает лед. Вот мы 3 часа назад заезжали сюда, и как раз под нами обвалился лед.
Я думаю, сейчас уже не заеду сюда. Речка замечательная, интересная, опасная. Класс. Жарим хорюшка, накрошили лучка вниз, и он сейчас томится у нас сверху хорюзок. 4 штучки такие. Вот такой вот у нас хорюзок с лучком. Просто такое блюдо шикарное. Сейчас будем кушать его. Хозяйственное мыло с бензином. Поджигаем чуть-чуть. Ничего не понятно, но эффективно. Минус 32. Теплеет. А где градусник? Вот он показывает. Было 35 час назад.